Всем желаю здравствовать, с вами доктор медицины, дядя адвоката Таира Насханова, который сегодня меня попросил рассказать о врачебных ошибках. Поскольку сам он в медицине, понятное дело, ничего не понимает, а я-то ведь доктор медицины, я хочу рассказать вам про врачебные ошибки. Он меня попросил об этом и обратил мое внимание на статью на этой неделе, которая вышла под названием «Токаев предложил отменить уголовное наказание за врачебные ошибки». В ней говорится о том, что необходимо пересмотреть уголовную ответственность за врачебные ошибки. Но дело в том, что я, как доктор медицины, полагаю, что врачебные ошибки – это вопрос академического дискурса. Это вопросы неумышленного причинения вреда, когда врач добросовестно заблуждается, и за нее ответственность не наступает. Я, конечно, обратился к своему племяннику, знаменитому крючкотвору, адвокату Таиру Насханову, чтобы он мне разъяснил в этой части. Уж я думал, что он старику-то и воды-то не подаст. Но я добросовестно заблуждался. И он объяснил мне, что единственным основанием для привлечения к ответственности является виновность. И если врач допустил ту или иную врачебную ошибку, неумышленно, добросовестно заблуждаясь, он никакой ответственности за это и так не понесет. Поэтому ничего придумывать в праве, в законодательстве не нужно. Что касается якобы суровости уголовного наказания врачей, что все они там ходят чуть ли не под прицелом уголовного наказания, то оказалось, что примерно 70% уголовных дел разваливается на стадии досудебного расследования. И этому есть объективные причины, потому что там необходимо пройти несколько стадий. Это комиссия проводится, это экспертиза проводится, и там определяется, действительно ли есть виновность этого врача. А если ее нету, ну тогда и ответственности нету. А что, допустим, гражданская правовая ответственность? Ну, допустим, дамочки неправильно сделали операцию на грудь. Хорошо, она пошла в другую клинику, сделала там операцию, и тогда обратилась уже с иском в суд к первой клинике, потому что та клиника неправильно исполнила свои обязательства. Все предельно понятно, четко и ясно. И единственным основанием для привлечения или не привлечения к ответственности является добросовестность. Если врач добросовестно будет исполнять свои обязанности, кто же его привлечет-то? Поэтому прошу всех, и себя тоже в том числе, относиться добросовестно к своим обязательствам. С вами был я, доктор медицины, родственник адвоката Таира Насханова. Желаю всем здравствовать. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайк, делитесь. Всего вам доброго.